Ну, вы, наверное, по внешнему виду, по форменной одежде видели, что это наряды ГИБДД. У нас дорожно-патрульная служба заступила на охрану общественного порядка. Далее патрульно-постовая служба, это основная служба, которая у нас обеспечивает охрану общественного порядка и безопасность. В данном случае в городе Сыктывкаре. Значит, отдел внеместной охраны, это так называемые группы задержания, которые работают по объектам, по квартирам, по охраняемым объектам граждан, да. Ну и естественно, что параллельно вместе с этим они обеспечивают также охрану общественного порядка на территории города. Вот. Значит, также здесь специальное подразделение, это отряд милиции особого назначения, увидели, да. Ну, форма одежды, она, конечно, сегодня я сразу вот хочу, может, упредить еще вопросы, что у меня вопросов в целом-то не было по внешнему виду, значит, вот небольшой такой осмотр провели, да, но форма одежды, она в этом году, буквально, я думаю, что до конца года она поменяется, вот, на форму полицейского, в общем-то, но пока вот та форма, которую мы носим, она форма сотрудника милиции, вот, которая, значит, у нас утверждена приказами министра, вот, но в целом я скажу так, что внешним видом и состоянием и личного состава, и транспорта, в общем-то, доволен. Вот, конечно, не столько я доволен, еще, вот, скажу прямо и честно, значит, вот той работой, которую, в общем-то, наружная служба милиции выполняет сегодня, потому что еще достаточно есть проблем в части обеспечения охраны общественного порядка, безопасности. У нас много преступлений сегодня совершается на улицах, в общественных местах. И я вижу и ставлю задачи ежедневно, вот всем нарядам, которые вы видите сегодня, вот в таком количестве они заступают ежедневно, в данном случае в городе, значит, Сыктывкаре, на охрану общественного порядка. Больше ставлю задачу на патрулирование не только центральных улиц и магистралей, а на патрулирование дворовой территории, чтобы наряды не, скажем, не только находились вот, значит, и работали непосредственно, значит, на автомобилях, в экипажах, а чтобы сходили с машин, чтобы спешивались, чтобы проверяли в пешем порядке и дворовые территории, те же подъезды, парадные домов, там, где у нас есть тоже достаточно проблем в части обеспечения безопасности, чтобы больше происходило общение с людьми, с гражданами, вот, в части тех проблем, которые есть, значит, ну и решение этих проблем. Поэтому эти задачи ставятся ежедневно. Я скажу еще, что я запретил вот тем нарядам, которые вы сегодня присутствовали здесь, чтобы они выполняли квартирные заявки, скажем так, эти бытовые конфликты, скандалы. Ну, почему? Потому что здесь, во-первых, вот милиционер, он профессионально разобраться не всегда сможет вот в таком конфликте. Здесь должен разбираться участковый инспектор, офицер. Вот, это первое, значит, ну и что влечет за собой потом повторное обращение людей. Значит, это первое. А второе, то, что если поехал милиционер, значит, или его послал дежурный на квартирный такой скандал, значит, теряется, как бы, он теряет время, значит, на эти все разборы там, на выяснение всех там обстоятельств, да, а в это время вот брошена улица, брошены общественные места бесконтрольно, ну, а здесь совершается, скажем так, преступление, в общем-то, и, значит, вот создаются те проблемы, которые, в общем-то, они сегодня имеют место быть. Поэтому вот в этом, конечно, это не тот случай, когда на той же квартире там крик о помощи, когда там, не дай бог, убивают кого, не дай бог, там серьезная какая-то проблема. Конечно, в таком случае на квартиру должны ехать все, и в том числе и наряды наружной службы милиции, также патрульная, ППС, и даже вплоть до того, что может и ГИБДД и так далее. Потому что это задача милиции, мы ее должны выполнять, и мы ее выполним.